Добрый день, меня зовут Струкова Анастасия Андреевна, я член жюри Всероссийской олимпиады школьников по итальянскому языку. И сегодня от лица Центральной предметно-методической комиссии по итальянскому языку хотела бы рассказать о тех изменениях, которые ждут организаторов, членов жюри и участников олимпиады школьников в предстоящем учебном году. Для начала хотелось бы рассказать некоторые общие сведения об Олимпиаде. Во-первых, мы знаем, что итальянский язык в большинстве школ в России преподается как второй иностранный язык, и это накладывает определенный отпечаток и на уровень подготовки участников, и, соответственно, на уровень заданий, которые предлагаются участникам. Во-вторых, Всероссийская олимпиада школьников по итальянскому языку сейчас будет проводиться в 6-й раз, то есть первый раз она проводилась в 2015-2016 учебном году. И особенность учебного года 2019-2020, как все вы знаете, в связи с пандемией коронавируса не проводился заключительный этап. Поэтому представленная статистика будет касаться регионального этапа, который в этом году стал последним для участников. Во-первых, стоит отметить, что количество участников Олимпиады по итальянскому языку ежегодно растет. В этом году в региональном этапе приняло участие 264 человека. Соответственно, участники были из 24 регионов, субъектов Российской Федерации, всего у нас их 85. Что тоже показывает, что и количество, скажем так, география Олимпиады расширяется. На что еще хотелось обратить ваше внимание. С 2019 года решением Центральной предметно-методической комиссии была предложена новая группировка классов. Если раньше у нас группировка классов шла 5-6 класс, 7-8 и 9-11, то в связи с тем, что был переоценен уровень подготовки участников, то есть стало ясно, что в 5-6 классе ребята только начинают изучать итальянский язык и, соответственно, могут выполнить еще крайне малое количество заданий. В 7 классе они знают уже чуть больше, было решено объединить ребят 5-7 класса в одну группу по уровню подготовки. Затем вторая группа теперь это 8-9 класс, когда ребята получают базовые знания по итальянскому языку и заканчивают, скажем так, основной базовый курс. И 10-11 класс это уже как бы повышенный уровень подготовки ребят. Также 10-11 класс было решено объединить в одну группу. Что еще хотелось бы отметить в качестве общих сведений, стоит помнить, что главная цель вообще Олимпиады школьников по итальянскому языку – это привлечение большего числа ребят к изучению итальянского языка и культуры, к участию в Олимпиадах, то есть повышение интереса. Напомню структуру Олимпиады. Соответственно, Олимпиада состоит из 4 этапов – школьный, где присутствуют тестовые задания, и, соответственно, в школьном этапе у нас участвуют ребята из 5-7 класса, 8-9 и 10-11 класса, то есть все группы по уровню подготовки. Муниципальный этап второй, где уже тестовым заданием добавляется письменное творческое задание. Здесь принимают участие ребята 8-9 класса и 10-11 класса. Региональный этап, третий. Здесь участвуют ребята 10-11 классов. Помимо тестовых заданий, письменного творческого задания, еще отдельным днем проводится устный тур. И заключительный этап, финальный, последний, для ребят 10-11 класса также, тоже проводится в 2 дня. Первый день письменный тур, ребята решают тестовые задания, выполняют письменное творческое задание, и затем во второй день они участвуют в устном туре. Еще раз напомню, что в этом году не проводился заключительный этап. Что касается заданий, которые предлагаются участникам Олимпиады. Сначала проговорим про тестовую часть. Традиционно она нацелена на проверку речевых навыков и умений ребят.
Соответственно, как мы знаем, речевые навыки и умения – это, собственно, умение использовать иностранный язык в различных ситуациях общения. Соответственно, первый навык, который проверяется, это аудирование. У 5-7 классов 10 баллов можно получить за эту часть заданий, 10 заданий, соответственно, по 1 баллу за каждый правильный ответ. 15 баллов, то есть 15 заданий у 8-11 классов. Далее, лексико-грамматический тест, за который максимально можно получить 20 баллов, лингвостроноведение 10 баллов и чтение. Раньше было 10 баллов, но обращаю ваше внимание, в связи с новым порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников по всем предметам, так как количество баллов за региональный этап и заключительный по новым требованиям должно быть равно 100, было изменено количество вопросов, заданий по чтению для ребят. Соответственно, теперь на региональном и заключительном этапах участники 10-11 классов смогут получить за чтение 15 баллов. Было добавлено 2 задания vero falso и 3 задания на множественный выбор. Соответственно, далее письменное творческое задание может принести ребятам максимально 20 баллов, и устный тур также 20 баллов. То есть в сумме теперь на региональном и заключительном этапах можно получить 100 баллов, еще раз повторяю. Что касается примеров заданий. Как я уже сказала, первое задание – это аудирование. Оно предусматривает двукратное прослушивание текста. Соответственно, далее участникам предлагается выполнить следующее задание. Прослушать текст и ответить на вопрос, правдивы ли данное утверждение или ложны, vero o falso. Соответственно, здесь 5 заданий для 5-7 класса, 7 заданий для 8-11 класса. И второе задание – это прослушать текст и ответить на вопросы, выбрав вариант ответа из 3 предложенных. Соответственно, 5 пунктов, опять же, у 5-7 класса и 8 пунктов у 8-11 класса. Что хочется сказать по статистике регионального этапа прошлого года. Количество не справившихся с аудированием на региональном этапе было 3%, 3,08%. Далее следует одно из самых сложных заданий, судя по статистике и вообще по результатам. Ой, у меня что-то слетело. Куда-то. Это нормально. Так. Одно из самых сложных заданий – лексико-грамматический тест. Соответственно, он проверяет, как следует из названия, лексические и грамматические навыки и умения участников Олимпиады, их умение узнавать основные лексико-грамматические единицы итальянского языка, правила лексической сочетаемости, знание управления глаголов и так далее. Соответственно, ребятам должен быть предложен текст с пропусками, и для каждого пропуска 3 возможных варианта ответа. Соответственно, это опять же задание на множественный выбор. Таких пропусков в тексте 20. Соответственно, максимум за это задание можно получить 20 баллов. Количество ребят, не справившихся с лексико-грамматическим тестом на региональном этапе, составило 4,92% в этом году. Далее следует задание по лингвостроноведению, состоящее из 2 частей. Первое задание предполагает выбор правильного ответа на вопросы по географии и истории Италии. Соответственно, в первом задании участникам предлагается 5 вопросов. Во втором задании участники должны выбрать правильную информацию по культуре Италии. Обращаю на это ваше внимание, то есть география и история в первом задании и культура во втором. Также 5 пунктов, то есть максимально за правильные ответы участники могут получить 10 баллов. Это не всегда самое простое задание для участников, далеко не всегда.
Соответственно, в этом году не справившихся с лингвостроноведением на региональном этапе было 3,41%. Далее задание по чтению. Наверху указано количество баллов в прошлом году, 10 баллов. Но, как я уже сказала, на региональном и заключительном этапах в этом году количество заданий по чтению будет увеличено. Таким образом, в первом задании, где нужно прочитать текст и закончить предложение, выбрав вариант ответа из 3 предложенных, будет ребятам выдано 8 заданий. Соответственно, за это задание они получат 8 баллов максимум. Второе задание – прочитать еще один текст. То есть если в аудировании у нас текст был один на оба задания, то в чтении у нас 2 текста. Так вот, задание второе – прочитать текст и ответить на вопрос, правдиво ли утверждение или ложное, vero o falso. Если раньше здесь было 5 пунктов, то на региональном и заключительном этапах в этом году здесь будет 7 пунктов. Соответственно, 7 баллов максимум. Итого, еще раз повторю, можно получить 15 баллов за чтение. Это одно из самых простых заданий для ребят. Если мы посмотрим на статистику, то количество не справившихся с чтением на региональном этапе 2020 года всего 0,72%. Но, как вы понимаете, задания на Олимпиаде должны быть различными сложности, чтобы, скажем так, не разочаровать ребят, у которых пока еще не все получается, чтобы они нашли что-то, что они могут сделать, и не растеряли мотивацию участвовать в Олимпиаде дальше. Соответственно, вот чтение в этом году было тем заданием, с которым справилась большая часть ребят. А дальше мы поговорим про задание, с которым как раз не справилось большинство ребят. Это письменное творческое задание, которое появляется на муниципальном этапе. Собственно, сегодня хотелось бы обратить ваше внимание даже не на примеры таких заданий, а на новые вводные в критериях оценивания, чтобы было понятно, на что ориентировать ребят при подготовке. Значит, письменное творческое задание может быть представлено в виде начала или окончания какой-либо истории, и ребятам нужно ее досочинить, либо в виде пословицы, которую нужно прокомментировать, либо, как это было в 2019-2020 году, в виде цитаты с рядом вопросов, на которые необходимо было ответить. Соответственно, если мы посмотрим на это задание, то для 8-9 класса объем слов, которые они должны написать, 120-150 слов, и 150-180 слов для 10-11 класса. Не справились на региональном этапе с этим заданием в 2020 году 20% ребят. Давайте рассмотрим критерии оценивания новые. Я постаралась выделить то, что именно было принято в этом году. Это критерии оценивания для муниципального этапа этого года, которые уже утверждены. Соответственно, на региональном этапе в критериях, скорее всего, изменения будут только в количестве допускаемых ошибок на определенный балл. Самый сложный критерий оценивания – это содержание. Он первый, максимум за него можно получить 3 балла. Соответственно, в чем сложность? Если мы посмотрим еще раз на пример задания, то мы можем обратить внимание на то, что задание состоит как бы из нескольких частей. То есть у нас дана цитата, нужно с ней согласиться или не согласиться, объяснить почему. И плюс в данном случае речь идет о путешествиях, рассказать о каком-то своем путешествии, которое осталось навсегда в памяти. То есть, по сути, тут, как я уже сказала, несколько частей. Соответственно, если мы посмотрим на критерии оценивания содержания, 3 балла дается участнику, если он решил коммуникативную задачу и раскрыл содержание полностью, то есть точно и полно.
Соответственно, должен присутствовать ответ в его работе на все части задания. То есть он должен и согласиться, не согласиться с предложенной цитатой, и объяснить, почему привести аргументы, и плюс еще рассказать то, о чем его спрашивают, то есть в случае какое-то путешествие из своего жизненного опыта. 2 балла ставится, если коммуникативная задача решена в целом, содержание раскрыто недостаточно полно или есть частичное отклонение от темы, и еще один вариант, или допущены 1-2 фактические ошибки. С чем связано такое дополнение в критерии? С тем, что порой участники пытаются привести примеры из истории и допускают действительно абсолютно грубые фактические ошибки. В связи с этим вот такой пункт был добавлен в этом году в критерии, то есть максимум баллов такой участник уже не получит. Далее, 1 балл выставляется, если коммуникативная задача решена лишь частично, содержание не полностью соответствует поставленным задачам. То есть из нескольких частей задания выполнена только, допустим, какая-то одна. Тема раскрыта банально, не всегда понятен смысл написанного. Такое, к сожалению, тоже среди участников бывает. Также в этом случае выставляется 1 балл. 0 баллов выставляется, если предпринята попытка выполнения задания, но содержание текста мало отвечает поставленным задачам, текст не получился, цель не достигнута. Или, что новое, сочинение не соответствует заданной теме. Обратите внимание на звездочки в данном пункте, я отдельно еще остановлюсь на этом моменте чуть позже, про несоответствие заданной теме. Далее, 2 критерий – это организация текста. За нее можно получить максимум 2 балла. Соответственно, максимум баллов выставляется в случае, если текст организован в соответствии с замыслом автора, имеет вступление, основную часть и заключение. Текст разделен на смысловые абзацы, все части текста логически связаны друг с другом. Далее, 1 балл ставится, если текст организован в соответствии с замыслом автора, но не имеет четкой структуры. Например, есть вступление, но нет заключения, или наоборот. Основная часть не подразделена на логические абзацы, не хватает связующих элементов между частями текста. Очень частая ошибка, когда либо используют в качестве вступления саму цитату, никак ее не комментируя, просто переписав, либо отсутствует заключение. Вот в таких случаях, соответственно, балл на организацию текста участники теряют сразу. И еще то, что в этом году было добавлено по итогам проверки заданий участников прошлого года. Еще один пункт в 1 балле. Или формат не соответствует заданию. Например, участники пишут личное письмо вместо эссе и так далее. Очень уже нередкая ошибка, именно вот личное письмо, написанное вместо эссе. Личное письмо я имею в виду в формате привычном для детей ЕГЭ. Соответственно, в таких случаях теперь участник потеряет как минимум 1 балл на организации текста, чисто за формат задания. 0 баллов выставляется, если текст не имеет четкой логической структуры, отсутствует или неправильно выполнено членение текста на абзацы, имеются серьезные нарушения в связанности текста и в употреблении логических средств связи. Далее следует лексическое оформление текста. Обращу ваше внимание на количество ошибок и на еще некоторые изменения. Соответственно, максимум по этому критерию можно получить 5 баллов. 5 баллов выставляется, если участник демонстрирует лексический запас, необходимый для раскрытия темы, точный набор слов и адекватную лексическую сочетаемость. Работа не имеет ошибок с точки зрения лексического оформления. Добавлю, что именно грубых ошибок допустимо 1-2 лексические неточности или ошибки, но, соответственно, не грубые. 4 балла. Участник демонстрирует лексический запас, необходимый для раскрытия темы, достаточный набор слов и лексической сочетаемости.
В работе допустимо не более 3-4 лексических ошибок, не затрудняющих понимание текста. 3 балла. В целом лексические средства соответствуют заданному содержанию, однако имеется 5-6 ошибок в выборе слов и лексической сочетаемости, которые не затрудняют понимание текста. Новое «и» используется в основном стандартная однообразная лексика, то есть большое количество лексических повторов у участника в связи с какой-то нехваткой словарного запаса. 2 балла. В целом лексические средства соответствуют заданному содержанию, однако имеется 7-8 ошибок в выборе слов и лексической сочетаемости, которые усложняют понимание текста. Используется только стандартная однообразная лексика. 1 балл. Участник демонстрирует крайне ограниченный словарный запас. Имеется 9-10 лексических ошибок, которые затрудняют понимание текста. И 0 баллов выставляется участнику, который демонстрирует крайне ограниченный словарный запас и у которого имеются многочисленные лексические ошибки 11 и более, которые в свою очередь затрудняют понимание текста. Это что касается лексического оформления текста. Следующий критерий – это грамматическое оформление текста. Тоже максимум 5 баллов. Соответственно, 5 баллов выставляется, если участник демонстрирует грамотное употребление грамматических структур в соответствии с коммуникативной задачей. Работа не имеет ошибок с точки зрения грамматического оформления, опять же грубых. Допустимы 1-2 грамматические ошибки, не затрудняющие понимание текста, что дописано отдельно в этом году при условии, что этот грамматический материал не является обязательным для данного уровня владения языком. То есть чаще всего речь идет, например, об употреблении кондиционаля или конджунктива, то есть каких-то более сложных вещей, в зависимости уже от уровня участников. 4 балла. Участник демонстрирует грамотное употребление грамматических структур в соответствии с коммуникативной задачей. Работа имеет 3-4 грамматические ошибки, не затрудняющие понимание текста. 3 балла. Участник демонстрирует корректное употребление грамматических структур в соответствии с коммуникативной задачей. Работа имеет 5-6 грамматических ошибок, опять же, не затрудняющих понимание текста. 2 балла за грамматическое оформление выставляется, если работа имеет 7-8 грамматических ошибок, в том числе грубых, нарушающих понимание текста. 1 балл, если работа имеет 9-10 грамматических ошибок, в том числе грубых, нарушающих понимание текста. И 0 баллов получит участник в случае, если количество грамматических ошибок у него 11 и более. И последний критерий оценивания письменного творческого задания – это, собственно, орфография. Также максимум 5 баллов. 5 баллов максимально выставляется, если участник демонстрирует грамотное владение навыками орфографии, работа не имеет ошибок с точки зрения правописания, допустима 1 орфографическая неточность или ошибка. Также обращаю ваше внимание на наличие звездочек. Соответственно, к данному критерию будет еще комментарий у нас в примечаниях. 4 балла выставляется участнику, если он демонстрирует грамотное владение навыками орфографии, допустимы 2-3 орфографические ошибки, не нарушающие понимание текста. 3 балла выставляется участнику, если он владеет навыками орфографии, в работе имеется не более 4-5 ошибок в правописании. 2 балла. Участник слабо владеет навыками орфографии, в работе имеется 6-7 ошибок в правописании. 1 балл. Участник очень неуверенно владеет навыками орфографии, в работе имеется 8-9 ошибок в правописании.
И 0 баллов получит участник, который плохо владеет навыками орфографии, в работе у которого будет обнаружено 10 и более орфографических ошибок. Что касается примечаний к данным критериям оценивания, о которых я говорила. Во-первых, если мы вспомним о том, что у нас есть примечание к критерию содержания, то самое главное это, если участник получает 0 баллов за содержание, то есть работа написана вообще не по заданной теме, то 0 баллов выставляется за всю работу. То есть вместо 20 баллов максимум участник получит 0. Задание будет аннулировано. Далее, что касается орфографических ошибок, отсутствие ударения в слове оценивается как половина ошибки. Но сразу скажу, отсутствие ударений в слове, если это не ведет к грамматической ошибке. То есть самый типичный пример – это путаница с глаголом «эссере» и союзом «и». Вот если написано без ударения, то это грамматическая ошибка, потому что перед нами союз вместо формы глагола. То же самое с предлогом «да» и глаголом «да, он дает». Если нет ударения, это не орфографическая ошибка, это грамматическая ошибка, так как перепутана часть речи в итоге. Далее. Пунктуация итальянского языка в баллы не включается. Участники могут получить дополнительные баллы за письменное творческое задание, за что может быть 1 балл добавлен. Во-первых, за творческий подход к выполнению поставленной задачи. Но отмечу сразу, обращу ваше внимание на то, что максимальное количество баллов за работу, за письменное творческое задание не может превышать 20 баллов. То есть если у участника 20 баллов и без одного бонусного балла за творческий подход, то больше он уже не получит, не наберет. За что может быть снят 1 балл? Во-первых, за небрежное оформление рукописи, наличие множества помарок. Но тут мы уже скорее просим проявить уважение к членам жюри, которым не так просто проверять работы ввиду их количества, и поэтому небрежное оформление рукописи оно только усложняет нашу задачу. Далее, за недостаточный объем письменного сочинения. Люфт 10%. То есть при объеме письменного творческого задания у 8-9 классов 120-150 слов 1 балл будет снят, если менее 108 слов. При объеме для 10-11 классов 150-180 слов минус 1 балл получит участник, у которого менее 135 слов. Далее, наоборот, слишком большой объем письменного творческого задания. Также люфт 10%. При объеме для 8-9 классов 120-150 слов это более 165 слов. При объеме для 10-11 150-180 слов это больше 198 слов. И еще 1 балл может быть снят за что? За включение в текст заранее заученных фрагментов тем, которые выглядят как инородные вкрапления. То есть, если этот заученный фрагмент будет очень сильно выделяться на фоне всего остального письменного творческого задания. И будет понятно, что вот эта часть заученная, а все остальное человек писал именно уже на Олимпиаде. В случае, если объем письменного творческого задания меньше 100 слов для 8-9 классов и меньше 130 слов для 10-11 классов, работа не подлежит проверке. Это не значит, что мы не будем проверять работы, где 129 слов, но, допустим, 120 слов это уже недопустимо. В случае, если объем письменного творческого задания больше 165 слов для 8-9 классов и 198 слов для 10-11 классов, проверяется только это количество слов, остальное не проверяется. То есть остальная часть, она отчеркивается. Соответственно, что может произойти? Во-первых, теряется часть содержания.
Во-вторых, сразу теряется, скорее всего, заключение, которое есть у участника, соответственно, он теряет баллы не только по содержанию, но и по организации текста. Что, в принципе, может оказаться критическим, потому что порой 2-3 балла решают многое. И еще для облегчения работы жюри следует напомнить участникам о необходимости подсчитать количество слов в своих письменных творческих работах. Мы каждый раз об этом напоминаем при проведении Олимпиады участникам. К сожалению, не все нас все-таки слышат всегда с этой просьбой, и иногда приходится считать слова уже самим. Поэтому просим тех, кто готовит ребят к Олимпиаде, все-таки научить их и писать аккуратнее, и считать количество слов. Ага, сейчас. Хорошо. Так, поскольку тут уже есть вопросы, постараюсь на них ответить. Здравствуйте, расскажите немного о новой группировке классов. Согласно ей, участники муниципального этапа по итальянскому могут стать учащимися 8-11 классов. Обучающиеся 7 не приглашаются на муниципальный этап. Значит, спасибо за вопрос, во-первых. Во-вторых, что касается новой группировки классов, как и прежде, существует возможность ребятам из 7 классов, если они чувствуют в себе силы участвовать, писать задания сложнее своего уровня, участвовать вместе с ребятами из 8-11 классов. То есть писать задания выше уровнем, как и раньше, можно. Единственное, что если ребенок участвует за 7 класс, то да, на муниципальный этап он уже не пойдет. Для этого ему нужно писать задания 8-9 класса. Единственное, что мы убедительно просим тех, кто готовит ребят, и самих ребят всегда рассчитывать свои силы, потому что, в принципе, если вы вспомните процент не справившихся с письменным творческим заданием, то отчасти он возник потому, что было немало ребят из младших классов, которые пришли писать задания более высокого уровня и не справились. Мы всегда приветствуем в любом случае всех участников, но просим все-таки рассчитывать свои силы и, может быть, все-таки участвовать в Олимпиаде за свой класс. Соответственно, в этом году, да, на муниципальном этапе будут ребята 8-11 классов. Так, новый порядок. На самом деле, если речь идет о новой группировке классов, то соответствующий протокол был еще в 2019 году о том, что нужна такая перегруппировка классов, поэтому да, с этого года новая группировка классов будет уже, начиная со школьного этапа, который, скажу сразу, состоится 13 октября по проекту проведения Олимпиады, графику проведения Олимпиады. Другие предметы не допускают снижения баллов участников Олимпиады за, например, плохой почерк и неопрятное оформление. Идет ущемление прав ребенка в угоду удобства работы взрослых людей, членов жюри. Ну, на самом деле тут вопрос в том, насколько неопрятная работа, просто порой есть работа участников, которые проверять практически невозможно, в силу того, что ребенок слишком много раз все зачеркнул, и совершенно непонятно, где у него начало сочинения, где у него середина, где у него заключение. То есть просто проверить такую работу не представляется возможным, и непонятно, какой вариант в итоге ребенок оставил. Поэтому все-таки просьба писать аккуратно, придирки скорее даже не всегда к почерку, а именно к неопрятному оформлению работы. То есть чтобы мы понимали, где, собственно, как расположены части сочинения у ребенка, и чтобы это было читабельно и логично выстроено. То есть если он какую-то часть вычеркивает, чтобы это было аккуратно вычеркнуто, а не заштриховано, например, чтобы было понятно, как вообще читать работу, как ее проверять. Дело даже не всегда в почерке. Так, что еще хотелось бы сказать, если вопросов, а я так понимаю, вопросов у нас больше нет. Поскольку вопросов больше нет, ну, опять же, вернусь в качестве заключения к такой общей информации.
Во-первых, повторю, у нас в этом году новая перегруппировка классов на случай, если кто-то с нами не с самого начала. 5-7 класс, 8-9 и 10-11. Соответственно, еще раз прошу рассчитывать свои силы всех ребят и выбирать уровень заданий в соответствии с этим. Далее, в этом году у нас изменения в чтении на региональном и заключительном этапе, что в принципе касается ребят 10-11 классов. Теперь там будет не 10 заданий, а 15. Но, опять же, чтение это по прошлому году было самое легкое задание для ребят, как выяснилось. Соответственно, в этом году возможно небольшое усложнение самих текстов, которые там предлагаются ребятам. Но в целом, в любом случае, задания олимпиадные разного уровня, поэтому что-либо ребенок абсолютно спокойно сможет выполнить и как-то стараются всегда сделать так, чтобы ребенок мотивацию свою не растерял, пробовать свои силы, совершенствоваться и так далее. Далее, если мы посмотрим по региональному распространению участников Олимпиады, то стоит отметить, что понятно, что большее количество детей на региональном этапе было большее количество участников из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга. Но стоит также сказать, что участники есть и в других регионах, и их количество растет. Это и Краснодар, и Липецкая область, и Нижний Новгород, и Новосибирск, и Ростовская область, и Самара, и Саратов. Соответственно, плюс можно еще отметить Свердловскую область, Челябинск, Тулу, Ярославль и другие регионы. То есть, напомню, было 24 субъекта Российской Федерации задействовано из 85, что неплохо. Далее, самым сложным заданием, повторю еще раз, является именно письменное творческое задание, потому что оно проверяет какие-то спонтанные речевые навыки и умения у ребят, и потому что его сложнее всего даже оценить и подготовить. Что хотелось бы сказать по поводу письменного творческого задания еще, это напомнить про организацию текста еще раз и про содержание, чтобы те, кто будут готовить участников к Олимпиаде, могли с ребятами это еще раз проработать. Помнить обязательно, что по содержанию, если задание состоит из нескольких частей, на каждую часть должен быть ответ. То есть, еще раз, если у вас дается цитата, к ней просьба согласиться или не согласиться, привести аргументы. Чаще всего там будет указано, что привести примеры из жизни или конкретные примеры, esempio concreti. Самое главное, если у нас примеры, то это 2 и более. То есть это не один пример. Один пример – это уже как бы нехватка по содержанию. Примеры – это всегда 2 и больше. Но объем слов ограниченный. Вторая просьба – не забываем про организацию текста, не забываем, что у нас должно быть вступление, основная часть, заключение. Во вступлении можно перефразировать тему, можно привести цитату и уже согласиться или не согласиться с ней, а дальше приводить аргументы, но вступление, основная часть, заключения должны быть всегда. На самом деле, что еще раз хочу отметить, что главное для нас в проведении Олимпиады – это привлечь как можно больше ребят к изучению итальянского языка и культуры. Соответственно, цель Олимпиады – это дать им возможность поделать какие-то задания непривычные по сравнению с форматом заданий, которые используются при обучении итальянскому языку, узнать что-то новое, расширить свой кругозор и попробовать свои силы, свои навыки при решении различного типа заданий. Соответственно, еще раз мы ждем всех на этапах Олимпиады, первый из которых пройдет, как я уже говорила, 13 октября по предварительному графику. Ага. Так. Новая группировка классов, да, по итальянскому языку. На региональный этап пригласят учеников 9 класса. Так. И девятиклассники необходимо писать за 10-11 класс, чтобы попасть на региональный этап и заключительный. Ага. Значит, если участники
Если, собственно, участники не являются призерами прошлого года, регионального этапа и участвуют как бы с нуля в этом году, то да, нужно писать за 10-11 класс, чтобы иметь возможность дойти как бы до заключительного этапа в случае успешного выполнения заданий. Так, все вроде бы. Если вопросов больше нет, то я благодарю вас за внимание и ждем всех участников Олимпиады при выполнении заданий. Будем проверять и смотреть, что будет меняться, надеюсь, в лучшую сторону. Все, там остановить вещание.